Присаживайтесь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь кто ответственный клиент? Да. Хорошо, здесь у вас готовность высокая. Хорошо. Баннеры есть, если что, можете. Можно даже здесь у нас. Мария Дмитриевна, я предлагаю баннеры сегодня выдать, чтобы уже ответственные лица с собой привезли 4-го. Обеспечение палатками, установка, транспортировка. 2 палатки, не менее 30 квадратных метров каждая. МЧС. Да, есть палатки М30, 2 штуки, 2 единицы будут. Ага. Там получается готовность у вас высокая? Высокая. Нам нужно, обычно мы палатки очень рано устанавливаем, с учетом того, что там начинается движение. В прошлый раз было. Да, Мы начали, по-моему, в 10 начали, мы приехали в 8:30, за полтора часа, думаю, успеть, но чуть-чуть там заменочка была. Поэтому предлагаю 7:30. Хорошо. 7:30, пожалуйста, запишите, 7:30 утра. Принято. Спасибо. Обеспечение... Так, у нас промышленный округ есть? Список составляла Мария Григорьевна. Я должна была зайти. А план схема размещения там палаток, машин разработан, да? По старой схеме. По старой А схеме? можно схему вот в эту группу? Да, конечно. Мы планируем свою машину юридическую. Это вы... Центр спит. А, хорошо. Отлично. Сейчас мы дойдем до вашего пункта, хорошо? Дмитрий, созвоните, пожалуйста, с промышленным округом. Так, промышленный округ у нас обеспечение электричеством, это промышленный округ. Установка, разборка оборудования, баннеров на точках раздачи питания, промышленный округ. Порядком. Сколько у нас будет участковых уполномоченных полиции задействовано, сколько у нас автомобилей будут от МВД задействовано и как будут они работать во время проведения акции? Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вариант Риольна, стул, пожалуйста, принесите. Так. 8, 10, А, ВБС будут, они будут на машине. На машине будут, они Сколько будет? Ну, я точно не могу сказать. Дневной наряд. Ага. Так. И сотрудники ГАИ по отдельному графику. Хорошо, у нас вы тогда ГАИ сами контролируете, правильно? Тут, получается, вам надо будет с МЧС состыковаться по поводу, ну вот надо будет чуть пораньше для ГАИ, чтобы в 7 часов машины все разогнала, чтобы готовность была у нас. Спасибо. Андрей Полина тогда шли с той машиной. Кто подошел? Я Кушалрик Михайловна, заместитель руководителя по общему вопросу. Здравствуйте. Так, у нас, значит, по вашим пунктам обеспечение столами, стульями, установка, транспортировка, как готовность от 30, получается у нас 30 столов и 60 стульев. По поводу столов и стульев сказали, что с управления образованием предоставят. Ну, общая координация у вас. Да. Вы с ними созванивались, Да. как у них готовность? Да. Ну, завтра мы забираем, сегодня мы забираем. Сегодня забирается, 4-го у нас будет. Там надо будет вам, у нас палатки поставить 7:30. 7:30, вот то, что связано с организационными моментами конкретно по разбивке лагеря, нужно будет в 7:30, чтобы были уже сотрудники промышленного округа, которые контролируют. Ну, всё. мы обычно в 5 утра приезжаем и все. Даже? Да. Хорошо. Уборка там, вот все это. Да. Хорошо. Так. Обеспечение электричеством, удлинителями не менее 70 метров, освещением палаток медиков. Да. Это все у вас Это готово? все Все есть, да? Хорошо. Надо сказать, чтобы медики сами объединители принесли, а то в тот раз искали. Или своего оборудования. Тройники имеете в виду? Тройники и удлинители.
Надо будет, Мария Дмитриевна, вам задание. Напишите, пожалуйста, в общую группу. Там есть ответственность Министерства здравоохранения, который готовил приказ Министерства здравоохранения по работе учреждений, что вы им дали задание, потому что сегодня от Министерства здравоохранения будет докладывать я. Именно по установка и разборка оборудования баннеров на точках раздачи питания. Здесь получается у нас тоже нарушение вокруг. Сколько у вас будет действовать? Я не просто так сейчас выходил в эфир. Это рабочее совещание по дому, который будет происходить 4 августа в городе Якутске по адресу улица Федора Попова, 8/3, кафе Хаттей. Там такой хороший пятачок. Как и раньше, это происходило. Могу напомнить, что акция это уже получается 10-я. Но из-за пандемии она была задержана. И сейчас вот готовится 4 августа. Суть акции простая. Социально-благотворительная акция «Путь к дому». Это не обязательно для всех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы просто привыкли, что это люди, у которых нет жилья, которые имеют определенные сложности с этим. А на самом деле людей очень много, и каждый попадает в определенную сложную ситуацию. То есть 4 августа вы туда подойдете, и на ваши вопросы или оказать помощь могут сотрудники практически всех ведомств Республики Саха-Якутия, потому что, как видите, в этом участвует очень много ведомств. Напомню, что акция проходит под эгидой уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия. А с вами был журналист Олег Желнин, телеканал Округ ТВ.